В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, одна из исключительно актуальных тем на сегодня – это мошеннические кредиты, которые кто-то неизвестный оформил на вполне законопослушного гражданина, получил деньги и исчез, а человек остался с долгами. Как такое возможно? Что следует делать и куда обращаться, чтобы защитить себя, нам расскажет адвокат Артем Фазлидинов. Он у нас в студии. Артем, добрый день. Здравствуйте. Артем, итак, кто вообще, по твоему мнению, сливает наши данные аферистам, злоумышленникам? И как вообще мошенники оформляют кредиты на чужое имя? Как показывает практика, они получают наши данные из самых разных источников. То есть это либо украденные сведения, либо утерянные сведения, либо, как третий вариант, и он зачастую самый распространенный, недобросовестные сотрудники самых разных учреждений, банковских, операторы связи предоставляют наши данные. Ну, которые наверняка имеют с этого какую-то свою файду, да? Не исключено, не исключено. Продают, наверное, данные, да? Да. А вообще, как они оформляются, эти кредиты на чужие имена? Как вообще это построено, как это выглядит? Как правило, это делается удаленно, то есть через соответствующие приложения банковские в наших смартфонах. То есть зачастую это три варианта. Самые, скажем так, ходовые, актуальные – это сверка данных, это якобы подозрительная операция по вашему счету, либо представляются сотрудниками каких-то правоохранительных контролирующих органов и под предлогом, опять-таки, якобы проводимого расследования уголовного дела, собственно, вот вытягивают информацию из граждан. Ну, это, получается, все равно надо обладать какими-то все равно познаниями, да, для того, чтобы вот эти все манипуляции провести. Вот я вот не смогу, наверное, взять сесть сейчас за ноутбук, грубо говоря, и оформить на кого-то кредит, даже если буду располагать чьими-то данными. Ну да, зачастую как бы все эти схемы, они шаблонного типа, шаблонного формата, то есть речи, как правило, заведомо заготовлены данными, скажем так, людьми, да, злоумышленниками. Вот. И зачастую как бы просто такие некоторые психологические приемы применяются. То есть людям, о каждом человеке надо понимать, да, что о каждом человеке они заранее имеют какую-то правдивую, настоящую информацию. И, как правило, когда вам звонят, то частично дают вам дозированную информацию, которую вы знаете, которая 100% правдивая, чтобы создать у вас вот именно ощущение легитимности их действий. Ну, все равно, вот персональные данные, я так понимаю, можно даже вот приобрести в том же самом и телеграм-канале, да, за определенную мзду, так скажем. Ну, есть, да, такие вот. каналы. И то есть злоумышленники наверняка пользуются вот этим, смотрят ваши данные, там, кто ваша супруга, как зовут ваших детей, где вы проживаете, какой у вас бизнес, там, какая марка автомобиля, и предоставляют вам вот эти данные. Да, безусловно. То есть у нас же есть соответствующие наши государственные правоохранительные органы, у которых единые базы данных, информационные базы данных, где содержатся все наши, собственно, личные, персональные данные, собственно, когда, кто, где родился, поженился, какие автомашины, где кто зарегистрирован, проживает и так далее. Поэтому именно где какие нотариальные доверенности оформляют, да, то есть если это по линии нотариата. Поэтому, естественно, давая какую-то информацию, да, человеку о том, что вот что-то где-то когда-то он сделал, там, оформил на кого-то, переоформил и так далее, то есть у человека как раз-таки создается вот это, ну, скажем так, предвзятое доверие, ошибочное. Я так понимаю, что аферисты идут всегда в ногу со временем, то есть так или иначе какая-то информация появляется, вот, допустим, сейчас актуальная тема про военкоматы, там, да, и сейчас представляются, насколько мне известно, сотрудниками военкоматов пытаются выманить какие-то данные, чтобы потом оформить на гражданина законопослушного кредит. Вот на сайте по сотрудниками госуслуг недавно только я слышал такую историю, вот на девушку едва не оформили тоже кредит. Вот как это объяснить? На самом деле объяснения нет. Наверное, я думаю, что это все в большей степени зависит от той группы лиц, да, злоумышленников, которые ведут эту деятельность, потому что на самом деле мнимыми сотрудниками там, военкоматов, какими-то там техническими работниками госуслуг это все дело не ограничивается, то есть зачастую предоставляются и сотрудниками Федеральной налоговой службы. Звонят с целью подтверждения там, обновления кредитного рейтинга, и возможного избежания там, блокировки счетов, то есть создают
ошибочное мнимое впечатление того, что по вашему счету какие-то движения непонятные происходят, тем более на уровне как бы повышенной там, террористической опасности и так далее, чтобы там человек, не дай бог, куда-то там не попал в поле зрения и так далее. И люди зачастую пугаются именно, наверное, в большей степени ощущение властности. То есть, когда им предоставляются какими-нибудь там главными следователями управления по управлению всеми управлениями или какого-нибудь там органов, собственно, госбезопасности или налоговой службы, то, естественно, человек подвергается вроде внушения. Аферисты еще пользуются теми, наверное, психологическими уловками, и голос у них поставленный. Да? Верно, да. Артем, честно говоря, вот тебя лично пытались обмануть вот, злоумышленники? Были ли звонки? У меня в прошлом году был звонок. Вот как раз-таки мне звонил молодой человек с таким достаточно серьезным, уверенным, скажем так, взрослым басистым голосом. Представлялся каким-то супер главным следователем несуществующего управления. Вот. Ну, я, слава богу, понял это сходу. Вот. Но смысл в том, что даже в моем случае, на моем примере, он сообщал мне информацию, которая в действительности происходила со мной, с моими членами семьи, и вот, в общем-то, предлагал проверить, собственно, финансовые моменты. Вот, поэтому от этого никто не застрахован абсолютно. Артем, что делать, если, не дай бог, на вас повесили кредит по телефону? В первую очередь нашим гражданам необходимо сохранить все цифровые следы общения с мошенниками, оформления кредитного продукта, потому что зачастую присылают какие-то коды, да, то есть это, если это в каких-то телеграм-каналах, скажем так, обрабатывают, да, человека, то там, безусловно, ведется перед тем, как оформить кредит, переписка с подставным, да, скажем так, человеком, специалистом, там, якобы государственного органа. Поэтому все эти переписки в максимально короткое время, когда вы только поняли, необходимо там заскринить, сохранить, чтобы они были. Впоследствии обязательно нужно позвонить в банк, в тот, в котором на вас оформили кредит, уведомить, чтобы это все было зафиксировано, ну и обязательно обратиться в органы полиции. Не знаю, шутка, не знаю, правда, вот говорят, что якобы вот этими мошенническими схемами очень часто занимаются осужденные люди из мест не столь отдаленных. Еще даже шутка такая есть, да? Если вам представили сотрудниками банка, то спросите, по какой статье он сидит. Действительно ли это так? Были ли такие зафиксированные случаи? Насколько я знаю, по России есть такая, да, практика, то есть такие случаи, собственно, службами собственной безопасности соответствующих учреждений выявляются. Да, люди осужденные, они прибегают к таким уловкам, но зачастую у них схемы достаточно примитивные. Это ваш родственник попал в ДТП, нужно какой-то решить вопрос, кому-то что-то заплатить, возместить и так далее и тому подобное. Ну, я так понимаю, времени-то у них там много. Это достаточно такая примитивная, да, и в некотором роде устаревшая уже схема, потому что у них нет доступа, собственно, к персональным данным, поэтому они такую выбрали наиболее простой формат. Кто чаще всего становится жертвой мошенников? В 2024 году Центральный банк России проводил социологический опрос. Исследования и, как показала статистика, наиболее подверженной категории граждан становятся в первую очередь женщины от 25 до 44 лет. Это дети, поскольку у них нет соответствующего жизненного опыта. Дети, ты имеешь в виду уже достигшие совершеннолетнего возраста? до 18 лет, да, до 16, до 18 лет. То есть подростки, дети, ввиду отсутствия у них соответствующего жизненного опыта. И, естественно, наши бабушки, дедушки, взрослое поколение, поскольку зачастую у многих уже снижаются когнитивные функции. Доверяют? Да. На сегодня судебная практика, как у нас обстоят там дела? Есть ли случаи, когда все-таки этих злоумышленников ловили, наказывали, отправляли за решетку? В большей части такой категории, что касается органов полиции, естественно, возбуждаются уголовные дела, дела расследуются. Что касается практики привлечения, зачастую бывает так, что расследование показывает, что, собственно, если это посредством телефонного общения, то абоненты, которые связываются с доверчивыми гражданами, находятся либо за пределами Российской Федерации, используют подставные номера
сотовые номера. Вот. Что касается, и поэтому их очень тяжело установить и, собственно, обнаружить и привлечь на территории России к уголовной ответственности. Что касается гражданского законодательства, то здесь в некотором роде наши права защитить попроще, потому что в судебном порядке договор, оформленный под влиянием мошеннических действий, можно признать недействительным и, соответственно, взыскать все убытки в виде уплаченных процентов и долга. То есть динамика все-таки наблюдается. В рамках гражданского законодательства, да, свои права защитить можно, хотя бы как минимум признать такой договор недействительным. И при этом самое важное, что результатов расследования уголовного дела дожидаться совсем не обязательно. А вот скажи, пожалуйста, кстати, вот по поводу сотрудников МВД, в чем сложность для них заключается вот при расследовании таких дел? Очень же, наверное, тяжело их все-таки расследовать, находить злоумышленников. Да, как я уже и сказал, то есть основная проблема связана с тем, что когда они устанавливают принадлежность номера телефона, зачастую получается так, что владелец находится за пределами нашей государственной границы. Артем, вот есть несколько универсальных советов от экспертов, то есть, которые говорят, не позволяют фотографировать свой паспорт в салонах связи, банках и МФО. И если делается копия или фотодокумента, то нужно четко понимать для чего. А когда вы, допустим, погасили свой кредит, то обязательно звонить в финансовую организацию и говорить, чтобы все вот ваши копии были удалены и все договоры вот эти были закрыты. Есть ли еще какие-то отдельные советы вот, для наших телезрителей? Ну, в первую очередь, наверное, самый главный совет – это не торопиться принимать каких-то поспешных, необдуманных решений, в особенности, когда вопрос встает о том, что кому-то по телефону надо предоставить какие-то свои персональные данные, тем более связанные с банковскими карточками, счетами. Я считаю, что самый главный совет – это нужно несколько раз подумать. Если это человек, скажем так, возрастной, то не нужно стесняться обратиться за помощью к детям, к каким-то друзьям и так далее, чтобы хотя бы 5 минут, но подумать можно, а стоит ли передавать свои данные кому-то. Вот. Ну, естественно, это повышение финансовой грамотности в целом общем. Ну и в целом наверняка молодому поколению стоит рассказать, да, в очередной раз своим родителям, бабушкам, дедушкам, что по телефону никакие кредиты не оформляются и расследование по телефону не осуществляется. Спасибо большое, Артем, что нашел время и пришел к нам в студии. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был адвокат Артем Фазлетдинов. Я же с вами прощаюсь, ну а вы оставайтесь на телеканале БСТ.